Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем общественную кампанию по увековечиванию памяти жертв сталинских преступлений на территории Мордовии. Я взял две книги памяти, изданные Мордовской республиканской прокуратурой. Первый том в 2000 году, второй в 2004 году. Один том взял в одной библиотеке, второй в университетской. Первого тома там не было. Первый том нашел в библиотеке Пушкинской. И там опубликованы списки по алфавиту, по районам группировка, а дальше в каждом из районов по алфавиту перечислены фамилии и краткая информация о них, статья, приговор, дата рождения, другие краткие данные. И вот там меня привлекло внимание, что несколько десятков человек работали в одной организации. И эта организация военный склад номер 62. И для того, чтобы нам узнать, что это за организация, потому что сейчас мы в Саранске не знаем, чтобы был военный склад 62, и какая же современная организация, под какой современной организацией раньше было закреплено название военный склад 62. Об этом нам расскажет историк, который посвятил, наверное, беспрецедентное для нашего региона количество энергии и времени и сил прикладной истории жителей Мордовии и Мордовского края Николай Андреевич Кручинкин. Николай Андреевич, расскажите, пожалуйста, что это за военный склад 62, предысторию, где он находится. Одно из примечательных мест Саранска и исторических мест является, по-разному называют это место, сейчас называют военной базой. Раньше, в 60-е, 70-е, 80-е годы назывались красные казармы, а еще раньше, в дореволюционное время, это были казармы, база 180-го Виндавского полка, пехотного полка. Эта база, эти здания были построены специально для размещения этого полка. Поэтому на территории этой базы, на этой территории располагались и сами казармы для солдат, и дома для офицеров, и бани, и прачечная, столовые и так далее. То есть вся, современным языком, вся инфраструктура для размещения вот такой большой части. Этот полк имел богатые истории, участвовал во многих кампаниях военных в царское время, но перед Первой мировой войной, где-то в 1911 году, полк был размещен в Саранске. И шло обучение личного состава, шел набор. Мордовия была отнесена к ополченческим районам третьей категории, третье ополчение. То есть они должны были уже быть готовыми и по команде выступить на фронт. И так оно и получилось. Где-то в конце 14-го, начале 15-го года полк уже уходит на фронт, и таким образом вот эти казармы остаются как бы свободными. И с началом, когда произошла революция в 17 году, новое правительство, уже новая власть решила использовать эти помещения, и поэтому здесь размещались разные воинские части, которые уже революционные воинские части. Здесь размещались и формирование, когда вот первая армия формировалась на территории Мордовии, здесь и находились какие-то полки, формировались, потом уходили. Здесь находился отряд Миронова. Миронов в Саранске тоже комплектовал Донской казачий корпус, и вот часть этого корпуса тоже находились в красных казармах, потом они уже ушли отсюда. Вот. Ну и в 20-х годах уже было принято решение здесь организовать, на этой базе,
артиллерийские склады. Изначально, видимо, для хранения химического и другого вооружения Красной Армии. Вот. И она по многим, по некоторым документам проходит как склад артвооружения номер 62. Еще раньше этот склад находился в Тимирязевском районе, это Подмосковье. Да, и поэтому он называется еще Тимирязевский, его называли. Да, Или бывший Тимирязевский, да, и говорили. оттуда этот склад перевели сюда, в Саранск. А это где такой район? Ну, я думаю, это где-то Подмосковье, Ага. точно я не уточнял. Вот. И с этого момента, с 19 июня 2020 года, и считается и днем рождения вот этой военной базы нашей. Сначала действительно использовался как артиллерийский склад Главного артиллерийского управления, и здесь размещались и боеприпасы, и авиабомбы и так далее. То есть и отсюда отправляли же на фронт для обеспечения фронта. В 30-х годах, где-то в 33-34 уже начинается, кроме хранения вот этого вооружения, начинается понемножку разворачивается и производство, небольшое производство, ремонтное производство. И к 1936 году уже вот это склад номер 62, он перерастает в главную артиллерийскую базу уже и артвооружения, и по ремонту артиллерийского вооружения как раз. И, наверное, задания получали от командования. Здесь была строгая военная дисциплина, военный порядок, это как воинская часть была. Вот, поэтому руководителями были кадровые военные. Даже тот факт, что во главе стоял полковник по должности полковника, то есть это крупная воинская часть. Вот. Ну, само собой, политическая жизнь не обошла стороной и эту базу, эту часть. И в годы репрессий, политических репрессий, коснулось и кадрового состава этой части. Вот, были репрессированы и командир части, и комиссар части, и другие сотрудники. Вот. Но, тем не менее, база выстояла, база продолжала работать. И к началу войны это уже была мощная база, одна из главных военных баз по артиллерийскому вооружению именно Красной Армии. Вот. Ну и с началом войны, конечно, пошли военные заказы уже. Специализация была это оптические приборы артиллерийские, потом прожекторные установки. Вот для этих целей и были созданы несколько цехов, открыты новые цеха, и оптический цех, и механический, и ремонтно-механический, вот, где с одной стороны производили ремонт вооружения, которое поступало непригодного из фронта для ремонта, здесь ремонтировали и обратно отправляли на фронт. Вот, разрабатывались и новые изделия. Вот, и надо отметить, что никогда ни одного нарекания не было на качество работы вот работников этой базы. Только положительные отзывы были. И плюс они вышли с инициативы и практиковали выезды воинской части, выезды на фронт работников этой базы, специалистов, опытных специалистов. Создавались вот такие бригады, ну, как артисты выезжали на фронт, прочее, а вот это ремонтники. И они ремонтировали приборы, ремонтировали вооружение на месте, на фронте. То есть не тратилось время на разборку, на паровоз, доставку, обратную доставку и так далее. То есть это экономилось и это поощрялось. Вот. И то, что, конечно, условия были военные, как и везде, поэтому и не хватало продовольствия. Мужики, взрослые ушли на фронт, на фронте были.
Поэтому их заменили дети, заменили девушки, поэтому работали по 13-14 часов, часто ночевали в цехах, и обеды привозили им прямо на место работы. Ну, вот такие, ну, как везде во время войны. И вот то, что вот эта база отлично сработала во время войны, хорошо сработала, говорит тот факт, что в 1945 году в ноябре база получила награду Орден Красной Звезды. Сама база была награждена. А руководители этой базы и работники, которые хорошо работали, тоже получили ордена и медали, правительственные награды. Хочу показать, привести копию наградного листа. Это на начальника базы, полковника Лифанова. Лифанов Михаил Иванович, начальник Центральной военной базы, полковник арттехслужбы. Представляется к ордену Красной Звезды. Первого года рождения, русский, член ВКПБ. И он еще в 21-22 годах участвовал в Красной армии, сражался с белогвардейцами на Дальнем Востоке, вот Приамурский военный округ, а в 22 с апреля по ноябрь 22 против войск Дитерикса. Ну, Дитерикс — это генерал царской армии, он родом чех, это чешский род, чешская фамилия. Вот. И когда восстание белочехов произошло, он как раз и возглавил вот этих белочехов, и с ними он проехал до Владивостока. Вот. И там же он был начальником штаба у Колчака, возглавлял и бригады, и прочее. Но, тем не менее, в 22 году, в ноябре, с этой армией было покончено, и Дитериксу пришлось бежать в Китай. И последние годы он до 1937 года жил в Китае. И здесь вот из наградного листа видим и как работал сам Лифанов, начальник базы, и как работали, естественно, и его сотрудники этой базы. В течение 1944 года база систематически перевыполняет производственные месячные задания по ремонту артвооружений. Годовой производственный план базы выполнен к 1 октября. Годовой план к 1 октября или на 104%, а к 7 ноября на 117%. Оперативные задания Главного артиллерийского управления по отправке вооружения фронтам действующей армии базы выполняется в срок. Коллектив сколочен и мобилизован на выполнение заданий ГАУ. По итогам соцсоревнования в октябре месяце базе присуждено второе место. Партии Ленина, Сталина и социалистической родине предан, достоин награждения орденом Красной Звезды. Другой сотрудник этой базы — это Козлов Федор Нилович, инженер-майор, заместитель начальника базы по хранению, военная база номер 62 ГАУ, представляется к ордену Знак почета. ГАУ артиллерийское. Главное артиллерийское управление, да. С 1932 года в Красной армии. И опять же, за время Отечественной войны Козлов показал себя энергичным, способным работником. Все оперативные задания по снабжению фронта выполняет четко и добросовестно. Подразделение, руководимое им, сколочено. Высокая воинская и трудовая дисциплина среди личного состава. Состояние хранимого имущества удовлетворительное. Над сбережением и хранением войскового имущества проявляет повседневную заботу. Энергичен. Работу своих подчиненных организует умело. Годовая производственная программа по отделам хранения выполнена досрочно. В общественно-политической деятельности базы активен. Заслуживает награждения орденом Знак почета. И он действительно награждается орденом Знак почета. И хочу еще сказать, база-то продолжала работать и после войны, после окончания войны. И здесь работали высококлассные специалисты. И вот там же в 1945 году служил, работал кравец Петр Акимович, лейтенант. Он уроженец Житомира.
артиллерист в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году указом Президиума он удостоен звания Героя Советского Союза. Вот. А потом, когда окончилась война, его как специалиста направляют служить вот на эту базу. И он 2 года служил в Саранске на этой базе. Потом уже после демобилизации его он уезжает. Дальше живет в городе Горький. Вот так развивалась эта база, работала эта база. После войны, в военное время, понятно, новое вооружение, новые системы артиллерийские, понятно, и приборы оптические новые появляются. Вот. Но тем не менее, эта база всегда шла в ногу со временем. Вот. И уже в 1988 году, 1 декабря, эта центральная военная база была переведена в высший разряд и получила наименование 103-й арсенал ГРАУ, главное ракетно-артиллерийское управление уже советской армии. Вот. И с тех пор вот, она носит название уже 103-го арсенала. То есть вот такие названия перетерпела сначала казарма Виндавского полка, Красная казарма. Кстати, долгое время эти казармы тоже использовались военкоматом. Я помню, сам в армию уходил, когда именно в тех казармах мы жили, и оттуда мы уходили на службу, нас увозили в армию. Вот. Потом она стала уже основной базой артвооружения артиллерийских приборов. Далее войсковая часть 4270 и уже потом 103-м арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил. С 2010-го 86-276 военная часть. Ну, да, наверное. Мордовская, дом 35. Ну, Или еще вся 400. база, там, значит, много домов построено, много корпусов на Мордовской улице. И все эти корпуса носят адрес Мордовская, 35. А, Вот. А уже дальше по корпусам 1, 2, 10, 20 и так далее. и еще 433-я центральная артиллерийская база средств управления. Еще вот такое название. А причем Там на одной базе размещалось уже 2 части. И, кстати, на территории этой базы стоит памятник прожектору, единственный, наверное, в России памятник прожектор. Во-первых, это заслуга работников базы, то, что они во время войны производили. Ну и, наверное, всем знаком сюжет, когда при взятии Берлина Жуков решил ошеломить фашистов и поставили 160 зенитных прожекторов на прямую наводку, как говорят, и ослепили фашистов. Вот эти прожектора как раз они пришли из Саранска, готовились из Саранска. А вот еще около военной базы долгое время, вплоть до последних десятилетий, запрещали строить высокоэтажные дома, тоже по причине того, что как бы военной части и соответствующее отношение к ней, да, чтобы не было сверху просмотра. Сверху осмотр одно, и, наверное, у каждой военной части есть своя зона безопасности, где, чтобы приборы работали и прочее, и поэтому, видимо, вот это само собой влияло на это дело. Ну и в нашем музее мы представляем, есть специальный раздел, посвященный этой военной базе 62-й и 103-м арсеналу. Здесь показана и часть продукции, часть приборов, которые как раз ремонтировались на этой базе. Здесь как раз и перископ, и аппаратура наведения и так далее, оптические приборы. Здесь же размещается документ, где говорится, что база награждена орденом Красного Знамени. Здесь фотографии и документы работников этой базы. Это уже другие разделы, которые
В Мордовии на фронт работал, поэтому и Пеньковый завод, и Шеренгурский, и Саранские суконные фабрики, и сельское хозяйство, все работало на фронт, на победу. Поэтому можно сказать, что вот эта база тоже внесла свою лепту, достойную лепту в победу над фашистами. То есть и женщины-сотрудницы, да? Да, во время войны в основном женщины да. да. Специалистами, наверное, инженеры и прочие, конечно, мужчины были, которые оканчивали университеты, которые образование имели именно специальное техническое. Вот. А на остальных работах, понятно, слесари, токари, фрезеровщики и так далее, это все набиралось из местного населения и обучали, и вот там они работали. Ну и вопрос, наверное, вам трудно будет на него ответить. Но, скорее всего, и предприятия на территории Саранска сотрудничали в деле выполнения вот того оборонного госзаказа, который давался на территории нашей республики. Тоже было, наверное, такое активное взаимодействие всех, кто находится рядом. Наверное, обязательно было, потому что вот когда мы смотрим документы военного времени, формируется 326-я дивизия, выходит постановление обкома и партии, и комсомола о том, чтобы помогать этой дивизии. Помогали и продуктами, помогали и обмундированием, помогали особенно лыжами, лыжи собирали с населения и так далее, валенки собирали, теплую одежду. Когда строились аэродромы, у нас же аэродром был и в Саранске, в сторону Лямберя, и в Рузаевке, и в Ичалках, Да, несколько было. в Ордатове. Вот, на всех... Они все появились во время войны. Да, здесь размещались, во-первых, размещался в качестве транспорта, училище. да? Нет. Нет? Здесь размещалось 3-е военно-морское училище по подготовке летчиков-штурмовиков для Балтийского и Северного флота. Вот, и поэтому 3-е МАУ, вот, оно потом в Таганрог переехало, когда освободили, а всю войну она стояла здесь, в Саранске. И вот Лямберский аэродром, не Лямберь, а на Светихстрое, около кольца, были там и ангары для этих самолетов, еще недавно они были там, где сейчас технопарк, примерно в том районе. Это было летное поле, поэтому народ выходил чистить взлетные полосы, рулежки-дорожки, выходили, размещали курсантов у себя. Вот. И поэтому, вот, когда размещались госпиталя в Саранске 6 госпиталей, по районам были госпитали, опять же, помогали и раненым, помогали и особенно школьники шествовали над всеми этими. Поэтому и над этой военной базой тоже было шефство и тоже помогали этой базе. А место для военной базы, где сейчас рядом находится Кировский рынок, выбрано, потому что это самая была даль города, да, в котором даже частных домов уже почти не было. На месте Кировского рынка было кладбище, а дальше, видимо, совсем была окраина города, и мы там выбрали, поэтому наверное, место для... место-то выбирали не для рынка, не для склада, место выбирали для Виндавского полка, для казарм. Поэтому решением администрации города было отведено место, во-первых, и для постройки этих казарм, этой базы Виндавского полка. Вот, а это же было за чертой города, поэтому это было уже на пустыре построено. Там были выпасы, там были выгоны для скота. Вот эту поляну как раз и отвели под строительство этих казарм. Вот. И, кстати, на улице Васенко тоже были их территории этого полка. Там находился плац, где сейчас 17-я школа, где республиканская больница была. Там, где 17-я школа, там располагалось кладбище Тихвинское. Вот. На территории этого кладбища хоронили и солдат этого полка. Вот, и отпевали в Тихвинской церкви.
Вот, то есть это была... Да, там красивейшая церковь есть и на фотографиях. Да, и поэтому вот это место, а то, что потом склады разместили, понятно, здесь готовые помещения, готовая инфраструктура, понятно, там были подвалы и прочее, где можно было хранить, ведь пока и полк стоял, они тоже имели вооружение, поэтому для них были построены специальные складские помещения для вооружения именно этого полка, там продовольственные погреба и так далее. Вот эти вещи потом уже использовали их в качестве артиллерийских складов. Николай Андреевич, мы еще скоро, я запишу интервью с Маргаритой Ивановной Суриной, бывшим руководителем Музея мордовской национальной культуры или народной культуры. Сейчас она старший научный сотрудник там. И вот у нас с ней идея появилась, что на перекресток улиц Республиканской и Московской, он очень... У нас там много исторических зданий. И 9-я школа, 1937 год, рядом частные дома, в которых вот Маргарита Ивановна очень хорошо расскажет о том, какие люди там проживали, очень уважаемые и знаменитые для нашей истории Мордовии. Памятник продразверстки, тоже связан с историческими событиями, конечно, сейчас уже неоднозначно оцениваем их. Вот это событие. Краеведческий музей, это Трехсвятская церковь, Пугачевская палатка. А военкомат находится на территории усадьбы Кубанцевых. И вот у нас с ней идея, тоже она сформулирует свои мысли на этот счет, что возможно ли там разместить мемориальный музей памяти жертв сталинских преступлений. А у меня вопрос к вам вот какой. В чем, как вы видите, какие сложности есть в передаче вот такого объекта, который принадлежит Министерству обороны, если вдруг они посчитают нужным это старое здание, которое уже имеет историческую ценность, а может быть оно не очень функционально, и оно передаст это под музей, возможно, то какие есть сложности вот в этой передаче? Я думаю, пока это территория в ведении Министерства обороны, никто не позволит там организовать музей. Это однозначно, потому что это строгая территория, строгая пропускная система. Даже если музей будет, туда никто особо и не зайдет. И процедура документальная очень да. трудоемкая. Пока это база Министерства обороны, пока это территория Министерства обороны, я не думаю, что стоит даже поднимать вопрос об этом. Вот. Было бы отдельное помещение, это практикуется. Министерство обороны может какие-то отдельные помещения, технику передавать, продавать и так далее. Вот. Но когда действующая военная база, действующая часть стоит, то на территории действующей части, конечно, гражданских и посторонних лиц пускать не будут. А так, это действительно идея ваша хорошая, тот угол, та часть города очень интересная исторически. Там же проходила и Московский тракт проходил, из-за чего и крепость Саранск вырос на этом месте. Дорога из Москвы куда? Казань. Казанско-Московский тракт. Вот как раз и на этой дороге, это были ворота, чтобы перекрыть этот тракт, защитить этот тракт. Вот. И крепость Саранская сначала-то на горе была построена, а потом достроили, она уже перешла на ту сторону, примерно где сейчас торгово-промышленная палата, вот там проходила передняя стена этой крепости. И дальше дорога уходила уже по Московской улице, примерно вот, как Московский тракт. То есть город как КПП такой был, да? Да. Ну, в принципе, все крепости на сторожевой черте, они ставились именно на таких дорогах. Все остальное, это валы, завалы делали, засеки и так далее, чтобы там, где не ездили, а там, где была проезжая часть, там уже вот также и Ордатовская крепость, также и Чукарская крепость была, также и Имсарская крепость. Низерский остров и так далее. И поэтому, если смотреть, особенно в 19 веке, это хорошо видно, что город разделен на... Здесь проживают казаки, у них должна быть своя церковь. Здесь стрельцы, у них должна быть своя церковь. Там пушкари, что ли, вот, тоже. И кто-то из них в 19 веке обращался, что почему мы здесь проживаем, стрельцы, по-моему, или казаки, что мы в Саранске хотим, что в месте нашего проживания тоже построена была
То есть, как, чтобы проявить нам уважение. То есть, город был разделен на вот такие места проживания военных. То есть, город имел функциональное значение и Ну, это не только военных, это же во всех городах так было. И в средние века, и европейские города также возникали. Где-то селились кузнецы, где-то селились парикмахеры, где-то селились ткачи и так далее. Вот это компактное расселение, потому что это вот система цехов, вот эта система, она была удобной. Друг другу помогали, друг друга учились, и народ знал, куда идти, не в разброс. Поэтому вот это. И здесь, естественно, с 17 века вот эта система долгое время сохранялась. Понятно, уже потом к концу 18-19 века это все перемешалось. Вот, а тем не менее, вот остались пушкарские выселки, остались такие, цыганский поселок остался, и другие названия такие. Вот. И, естественно, там, где какое-то население компактно проживало, это как бы уже была община, какая-то община, приход, и в каждом приходе должна была быть своя церковь, приходская церковь. Вот поэтому и, видимо, такое прошение и было. Николай Андреевич, спасибо вам большое за этот подробный рассказ. И вы, уважаемые телезрители, сейчас я ознакомлю вас с краткой информацией, подчеркнутой мной из книг памяти о тех, кто был репрессирован, сотрудников военного склада номер 62. Эти реабилитированные люди были наказаны или содержались под стражей в конце 30-х, начале 40-х годов исключительно по политическим статьям. Перечисляю их в алфавитном порядке. Первый. Николай Петрович Абудеев, электромонтер военного склада 62, с 27 декабря 1937 года по 25 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. Второй. Семен Никифорович Беленин, начальник 3-го отдела военного склада 62, интендант 3-го ранга. С 7 февраля 1938 года по 23 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. Третий. Анатолий Акимович Бариленко, помощник начальника военного склада номер 62 по технической части. С 28 апреля 1938 года по 24 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. Четвертый. Петр Владимирович Брусиловский, военный инженер 2-го ранга, начальник мастерских военного склада 62, с 28 апреля 1938 года по 24 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. Пятый. Николай Тимофеевич Зотов, мастер оптического цеха военного склада номер 62, с 1 апреля 1938 года по 22 декабря 1938 года содержался под стражей, дело прекращено. Шестой. Михаил Никитович Ивашков, курсант военного склада номер 62, 22 ноября 1937 года военным трибуналом Приволжского военного округа осужден к 4 годам, а 2 июня 1938 года повторно осужден уже к 10 годам. Седьмой. Борис Федорович Ильин, инженер 3-го ранга, начальник ОТК военного склада 62, с 5 февраля 1938 года по 25 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. Восьмой. Виктор Павлович Казаков, отец 4 детей, мастер-оптик военного склада 62. 7 декабря 1937 года осужден к 5 годам. 9. Леонид Дмитриевич Калинин, отец 2 детей, курсант военного склада номер 62. 22 ноября 1937 года военным трибуналом Приволжского военного округа осужден к 4 годам, а 2 июня 1938 года повторно осужден уже к 10 годам. 10. Анатолий Семенович Кашигин, слесарь на военной базе. 28 мая 1942 года осужден к 10 годам. 11. Михаил Иванович Кожакин, курсант военного склада номер 62. 22 ноября 1937 года военным трибуналом Приволжского военного округа осужден к 4 годам, а 15 мая 1938 года повторно осужден уже к высшей мере наказания и ночью расстрелян.
12. Василий Васильевич Кольчугин, начальник финансового отделения военного склада номер 62, интендант 3-го ранга. 22 мая 1938 года осужден к высшей мере наказания и ночью расстрелян. 13. Николай Петрович Ксенофонтов, мастер столярного цеха военного склада номер 62. С 16 марта 1938 года по 23 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 14. Петр Николаевич Максимов, отец одного ребенка, контрольный мастер военного склада номер 62. С 27 февраля 1938 года по 21 марта 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 15. Михаил Алексеевич Малков, отец одного ребенка, помощник начальника военного склада номер 62. С 28 июня 1938 года по 25 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 16. Алексей Филиппович Мицкий, курсант военного склада номер 62. 22 ноября 1937 года военным трибуналом Приволжского военного округа осужден к 4 годам, а 20 февраля 1938 года вторично осужден уже к высшей мере наказания и ночью расстрелян. 17. Павел Дмитриевич Маргун, помощник начальника военного склада 62, техник-интендант 1-го ранга. С 28 апреля 1938 года по 24 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 18. Николай Александрович Морозов, рабочий военного склада 62. С 1 марта 1938 года по 23 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 19. Александр Михайлович Напалков, отец одного ребенка, электромонтер военного склада 62. 7 декабря 1937 года осужден к 5 годам. 20. Василий Михайлович Напалков, оптик-механик военного склада 62. 8 июня 1938 года осужден к 10 годам. 21. Иосиф Яковлевич Панкратьев, мастер военного склада 62. С 28 января 1938 года по 25 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено за отсутствием состава преступления. 22. Михаил Васильевич Приказчиков, отец 2 детей, электромонтер на военной базе 62. 29 мая 1942 года военным трибуналом Московской зоны обороны и Московского военного округа осужден к 8 годам. 23. Сергей Анисимович Стукалов, отец 2 детей, главный бухгалтер военного склада номер 62. С 7 марта 1938 года под 19 февраля 1940 года содержался под стражей, дело прекращено. 24. Михаил Иванович Финогенов, военный техник 2-го ранга, начальник цеха военного склада номер 62. С 7 февраля 1938 года по 23 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 25. Михаил Самуилович Худяков, военный инженер 3-го ранга, начальник прожекторного цеха военного склада номер 62. С 28 апреля 1938 года по 24 мая 1939 года содержался под стражей, дело прекращено. 26. Сидор Трофимович Юткин, отец одного ребенка, старший электромонтер военной базы города Саранска. 25 ноября 1942 года военным трибуналом НКВД осужден к 8 годам.